Начинаем скоро. Будешь это, да? Всем доброе время, все устроились, давайте тишину создаем, да, и начинаем наш успех вместе. Сегодня у нас первый раз. Есть, оказывается, первый раз. А так по продукту, наверное, все уже знаете, наверное, все народ, все образованные, можем смотреть в интернете. Мы коротко чуть-чуть пробежимся. У нас команда «Успех вместе», наставник Андрей Кулиш-Шаура недавно приезжал, большой тренинг сделал. А у нас каждую субботу бывает городская презентация. Адрес пока здесь, пока если народ очень много будет, будем искать другой зал. Что продвигает наша Академия «Успех вместе»? «Успех вместе» сейчас в нынешнее время она продвигает продукт БЭПИК. БЭПИК имеет два пока продукта. Это зеленые капсулы Elevate 8 и Акселен 8 ночные капсулы. Ночные капсулы она имеет 2 капсулы Detox и Sleep. Что означает капсула Elevate 8? Elevate открой. Она смесь цельнопищевых фитонутриентов. Что она имеет? Имеет грибы, шпинат, брокколи, морковь, свекла, помидоры, яблоко, гранат, апельсин, виноград, клюква, клубника, черника. Содержит она более 50 суточной нормы всех витаминов и минералов и других веществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности человека. Если вы на коробке Elevate видели, да, там витаминов очень много, А, С, В, не слышно, да? Нет. И больше преобладает витамин В, который необходим человеческому организму. И она имеет только натуральные природные энергетики. Есть у нас в Elevate есть натуральный антибиотик кардицепс, который, если кардицепс, если отдельно покупать на рынке, она на рынке стоит очень дорого. Вот она, гриб кардицепс, гриб чага, который вы все знаете, да, говорят, среди народа говорят лечебный гриб, король среди лечебных грибов, говорят, радиола розовая, она поддержка межклеточного метаболизма, гриб галодерма, поддержка баланса на клеточном уровне. Он мощный онкопротектор. Почему вот люди, которые принимают Elevate, да, у них, говорят, даже метастаз останавливается, гриб, клетки как бы они немножко засыхают. Если у нас вот говорили, да, бобы зеленого кофе, люди, которые принимают Elevate 8, они уже самопроизвольно отказываются от кофе. Бывает же, у нас даже есть девочка, которая прямо не могла без кофе жить. Сейчас она уже не пьет, отошла от кофе. Есть ерба мате, она заряжает энергией, и бакопа манье защищает психику, оказывает когнитивное усиление.
до урана улучшает память, повышает настроение. Как только мы начинаем принимать Elevate 8, у всех поднимается прямо настроение. И люди иногда думают, например, у меня даже было, да, вот пример, бабушка одна пила вот этот, и начала прямо заряжаться, с утра до вечера была прямо в настроении. И могла даже лет, наверное, 10, говорит, сама стены, вот потолок не мыла, говорит, а сейчас, говорит, помыла все. Может, здесь, говорит, наркотики может она спрашивать, а тут никак не может быть наркотиков, потому что она проходит через 4, даже 5 сейчас стала через таможню, она никак не может. Дальше. Вот у нас еще есть вторая продукция, которая, да, Acceler Detox. Она вот, что она имеет, вот этот, смесь пищеварительного баланса, гуминовая кислота, активированный уголь, все знаете же, да, клюква, корень одуванчика, корень имбиря, вот корень алтеи. Мы вот эту продукцию по отдельности никак не можем. Других компаний, конечно, есть, но они все в разных баночках. Сколько баночек надо пить? Утром несколько баночек, днем несколько баночек. А наша компания, она его вот вытяжку сделали и прямо поместили в маленькой капсулке. Да? Хорошо же? Одну капсулку утром ешь, и ты весь день уже как бы в настроении, есть энергия. Смесь для нормализации веса имеет, да, он детокс. Экстракт семны есть тут, кора скользкого вяза, экстракт расторопшей алоэ вера. Наверное, вот все слышали, наверное, про алоэ вера, да? Смесь пребиотиков и энзимов. Топинамбур здесь есть, который снижает сахар. У всех же сахарный диабет, который постоянно за топинамбуром ходит. А у нас в этой продукции все есть. Шелуха подорожника, смесь из 17 энзимов. Вообще очень хороший продукт. Те, которые все принимают вот эти, никто, например, не сказал о плохом об этом продукте дальше. Вот. Смесь для глубокого сна. Acceler Sleep, это она представляет белые капсулы. Кто Acceler видел, да, Acceler, все же видели, если вы уже принимаете. Там есть вот белые капсулы, которые имеют смесь для глубокого сна, смесь для устранения стрессов, смесь для восстановления жизненных сил. И правда, вот, у меня даже есть примерно бабушка одна тоже, лет ей 78, наверное, плохо стала спать вообще. Она с возрастом, видимо, у нее вообще стала психика немножко нарушаться и вообще плохо спала. Вот Acceler Sleep начала пить, и у нее даже в таком возрасте нормализовался сон. Дальше. Почему мы умной едой 21 века называем? Да, сейчас даже врачи говорят не 21-го, 25 века говорят, потому что она создана вообще для людей, да, как пища. Мы же от пищи не отказываемся, а это и действительно очень хорошая пища, которая заменяет множество других продуктов. Компоненты действуют по принципу синергии, дополнение усиливает действие друг друга. Природный состав гарантирует отсутствие побочных эффектов, в отличие от химических препаратов. Все же мы же химические препараты принимали же, да, все были на лекарствах. Он укрепляет действительно иммунитет, задействуя естественные силы организма, экономит семейный бюджет. Почему экономит семейный бюджет? Его можно применять как вечерний, как легкий ужин, утренний, как завтрак. Я, например, вот зеленую капсулу Elevate 8, я его принимаю вместо завтрака. Завтрак я не кушаю, утром встала, подогрела воду попила, прожевала долго, упорно во рту, вот зеленую капсулу. Здравствуйте, проходите. И
Сыто хожу до 11, до 12 часов. Ничего не могу, даже не хочется кушать, только воду. И она такая умная капсула, она сама просит воду. Ага, постоянно вот в бутылочках, куда-либо еду, да, вот в бутылочках таскай с собой воду. И по дочку. Не надо себя прямо заставлять литрами, 2 литрами пить воду. Постепенно и в течение дня человек должен употреблять воду 1,5-2 литра. Если больше, конечно, это очень хорошо. Она дает очень много результатов. Вот посмотрите, женщина, да, вот, была на 92 килограмма, она сбросила 12 килограммов. Это получается, в ноябре месяце она начала принимать, она в декабре, вот, через месяц даже стала вот такая вот. И в марте месяце она, видите, какая. Если посмотреть в интернете, очень много. Вот топ-лидер наш Иван Уденский, Николай Турушев недавно тоже приезжал. У него были очень такие больные суставы были, вес тоже огромный. И ему предстояло делать операцию на левую ногу. Этот был коленный сустав. Ну, он без операции обошелся, принимая нашу пищу, клеточное питание. Теперь он, вот посмотрите, какой он красивый стал, да? Дальше. Вот, Камич тоже питается нашими капсулами. Он сбросил тоже очень много килограммов, стал людям рассказывать, нести добро людям, и он стал, недолго работает, стал уже бриллиантом компании. Вот Большакова Светлана, тоже так же, у нее была с почками проблема, и сейчас даже она и забыла эти почки, все уже у нее хорошо. Вот, посмотрите, и мужчинам, и женщинам, и детям они дают очень хорошие результаты. Вот витилиго, заболевание витилиго, кто знает, да? Вот белыми пятнами они покрываются, то лицо или вообще тело, вообще кожа, да? Она даже витилиго убегает, питая наши клетки, клеточным питанием, убегает витилиго. Мужчина вот страдал, сколько лет страдал витилиго. Врачи говорили, что витилиго не излечивается, всяко разно по всем врачам ходил и ничего не изменялся. А он, вот видите, употребил, или в 8 он освободился от этого витилиго. Вот тоже мальчик, школьник, вот тоже страдал витилиго, он не хотел даже в школу идти, что люди, ребятишки его обозвали далматинцем. Мама взяла и давала ему капсулу, и он тоже от витилиго освободился. Вот смотрите, вот суставы какие, да, всякие разные суставы, они после этого, после применения наших клеточных питаний освобождаются от боли, отеки убегают. Дальше. Вот девочка тоже родилась у нас с диатезом, у нее были тоже вообще болячки на руках, она не могла ночью спать, мама на свой стриг и страх давала вот наше клеточное питание, и она исцелилась, стала спать, у нее вообще сейчас руки вообще хорошенькие стали. Есть мужчина, вот посмотрите, псориаз тоже убегает. Вот почему некоторые люди не получают, да, результаты? Результаты не могут получать в том случае, если человек не пьет воду, плохо пьет воду, да, только вот это питает свое это. Если кто совсем плохо пьет воду, не пьет, да, и этот человек, наверное, просто-напросто теряет время, наверное, надо пить эту. Кожа очень хорошо отвечает на наши продукты. Кожа, вы видите, за 28 дней может она преобразоваться и вообще освободиться от всяких болезней. Кожа отвечает вообще буквально
месяца даже. Кровь 120 дней. Печень у вас, посмотрите, долго надо его пить. В течение 4 лет она будет, это сердце 5 лет, легкие 7 лет. Вот, дальше. Здесь у нас в этом компании работают врачи. Вот Надежда Ивановна Андреева, врач-эпидемиолог, она академик, начала работать и вышла тоже на бриллианта. Была она вообще, у нее был тоже вес, очень большой вес, был сахарным диабетом, у нее ушли 2 узла щитовидки, ушел, сахар нормализовался. Сейчас совершенно здоровый человек, вышла на доход, очень много работает в Эпике. Вот есть у нас врачи работают, ведущие клиника Казахстана, клиники профессора Мустафаева, отец с дочерью, дочка топ-лидер компании «Успех» вместе. Вот отец тоже всем своим больным даже рекомендует. Вот компания «Бейкик», да, стартовала у нас 11 ноября 2016 года, официальный старт с 15 января 2017 года. Она по всему миру, сейчас в 190 странах она распространяется. В нашу Якутию она пришла всего лишь год назад, чуть-чуть, может, год с лишним, наверное. Поэтому у нас вообще, кто хочет работать в этой компании, вообще здорово же. Про маркетинг немножко чуть попозже, наверное, да? Ага, а сейчас у нас даже в Якутии вот совсем малое время мы начали, да, вот я, например, тоже употребляется в течение года. Результатов очень много. Желающие рассказывать результаты, выходите вперед. И давайте результаты покажем. Привет. Выходите друг за дружком. Здравствуйте, меня зовут Яра Рынкова, я из Алданского района, бывший педагог, сейчас обучаюсь в Академии «Успех вместе». Да? Так, у меня какие результаты? Я вот специально сегодня одела свой бывший, что ли, да? Ага. Костюм. Я такая вот. Конечно, я даже юбку это не могла делать. Сейчас вот так вот. Поручиться. Даже молнию не надо застегивать. Так, у меня минус 15 килограмм. Ну, 14-15 вот так. Да? И не беспокоит боли головные, остеохондроз, спина, колени. И была у меня беспричинная температура 2 года. Этого нет. И у меня была травма детская. Ну, авария была, да? И это у меня был травмированный. Этого сейчас, ну, беспокоило почти каждый день. Так, интернет. Это открой. Вот вся моя семья употребляет. И родные, у меня сестра 6 лет назад слегла с параличом. Геморрагический инсульт был у нее. И сейчас она, ну, последствия инсульта вы знаете, да? И сейчас она потребляет эти капсулы и практически не пьет таблетки от давления. Вот. И у нее вот абсолютно были белые волосы, и 50% почернели. Так, еще много результатов у меня в структуре тоже есть. По сахару есть, по псориазу есть, и так. Даже вот с метастазами у меня есть. Какое время принимаете? Сколько времени? Я принимаю 15 июля 2018 года. Ну, счастье, что я нашла эти капсулы. Всем рекомендую. И Академию «Успех вместе». Зайдите. Там очень хорошая обучающая система. Про сестру несколько слов расскажи. У сестры очень хороший результат. Рассказала, да? Вот посмотрите, у Яры она какая была. Это моя сестра. Не, есть же тут. Ага. Нет, еще дальше.
Где у тебя сравнение, которое было? А вот она, вот посмотрите, вот она какая была. Это когда вы Вот будете? в прошлом году, перед Новым годом, я еще это веду мероприятие, они меня сзади. А сейчас она вот такая. И я стою тут в корсете, да, Ага. еле дышу. Стою, значит, самая красивая, да? Вот. Еле терпела. Поблагодарим. Отличный результат. Ага. Давай, Макс, это Мария. У Марии тоже отличный результат. Марина. А, у Марины. Мгм. Всем здравствуйте. Меня зовут Марина Алексеева, мне 31 год, я мама двоих детей. Старшему ребенку в этом году 14 исполнится. Ну, я употребляю продукты уже 9 месяцев, больше 9 месяцев. А какие у меня результаты? В первую очередь я избавилась от аллергии, которая меня мучила со школьных лет. Она проявлялась в виде крапивницы. Ну, если есть у меня были погрешности в диете, то сразу же появлялись пятна, все чесалось, ну, было неприятно и доходило до того, что я попадала в больницу на капельницу. Да? Последнее обострение было у меня в марте месяце. Я в июне месяце начала принимать капсулы, и с того времени меня аллергия не беспокоит. Хотя такой строгой диеты, как раньше, я сильно не соблюдала. Ну, у меня аллергия была на сладкое, на цитрусовое, это точно у меня исключение было. Ну, сейчас я не сильно слюбляю цитрусовые, но бывает в еде, там салат. Постранела. Ну, это в мае месяце до приема была фотография сделана. Лицо такое опухшее, ага. И кожа какая-то темно-желтоватая такая, потому что у меня холецистит хронический. Постоянно изжога была. И Дора Чемитовна рассказала, что у меня была зависимость, я ее так называю, зависимость в употреблении энергетических напитков. Я сама студентка, и у меня совсем не хватало времени, и вообще не было сил на детей, на учебу, все постоянно я клонила в сон, спала, усталость хроническая, и поэтому мне как-то хотелось компенсировать все это, и принимала то кофе, с утра кофе, днем кофе, вечером кофе перед ЦРС, да. К тому же еще где-то ходила, покупала энергетики, ну, в общем, из-за этого, наверное, и был холецистит, да. Но употребление вот капсул именно ЛФ8 и Акселер 8 больше энергии. Но вначале у меня вот было как бы такое обратное восстановление, как бы сказать, да, после употребления первые дни я сильно хотела спать. Я приходила днем спала, вечером рано ложилась, поздно вставала. Ну, в общем, вот так вот у меня все проходило. Это примерно продолжалось 2-3 недели. Ну, после этого вот это вот ушло, и у меня сейчас вообще с этим проблем нет. То есть хроническая усталость меня сейчас не беспокоит. Ну вот, такие вот результаты. И вас тоже призываю. Во-первых, это употребление наших капсул, именно правильное употребление, обязательно утром натощак. Я принимаю, как просыпаюсь, скипячу там чайник, и теплая вода у меня вначале 1 стакан, потом идет ЛФ8, и минут через 15-20 минут опять 2 стакан теплой воды после ЛФ. И после этого я делаю свои процедуры, там утренние процедуры, зарядку обязательно. По рекомендации нашего наставника, президента Академии «Успех вместе» Андрея Артуровича. У него очень хорошие рекомендации по этому поводу, по физическому состоянию. Дальше я завтракаю, то есть такой сильной диеты я не соблюдаю.
как обычно завтракаю, каша, там, яичницы и так далее. И нормально обедаю. То есть капсулу не надо заменять едой, да? Оно идет как обычно. И вечером, когда вы ложитесь спать, только тогда принимаете, когда вот хотите уже уснуть. То есть Акселер 8, оно принимается до сна где-то минут до 10-20 минут. За 30 минут до сна Да, это после нормально. капсул Акселер 8 не стоит сидеть за телевизором, за компьютером или тоже за телефонами, гаджетами. Сразу вот так хотите уснуть, все вечерние процедуры сделали, и сразу принимаете капсулу, и сразу ложитесь, включайтесь весь свет дома, да, и ложитесь спать спокойно. Что еще хочу сказать? А насчет Академии Успех вместе. Меня некоторые спрашивают, зачем туда ходить вообще, тем более ночью, да, у нас трансляция идет. А там одно и то же повторяют, говорят. У меня мама такая, она постоянно говорит, там одно и то же говорят. Минкербер, пеньги. И я хочу вот объяснить. Там не только о бизнесе говорят, там говорят о духовном развитии. Я сама медик, фельдшер по специальности, и сейчас обучаюсь на врача. И хочу сказать, что все заболевания, как вы знаете, по этиологии есть нарушение в диете, это питание, да, и психическое состояние человека, то есть это нервные состояния. И третье – это социальное положение человека. Тоже зависит, очень зависит от многих заболеваний, зависит от этого. Поэтому именно в команде «Успех вместе», именно в академии обучают нас быть духовно развитыми в отношении к своим близким, к своему окружению. И мне кажется, что для меня эта академия много дало именно в общении с моими родными, окружающими людьми. Так что и вас тоже призываю, если даже вы не хотите заниматься бизнесом, посещать эти тренинги. Академию, да? Да. А вот когда первые раза мы выступали, никто не хотел даже выступать сюда, помнишь, да, вот Да. первые презентации, и вообще никого не вытащить. А сейчас уже сами, даже смотрю Марию, да, она сама даже выходит и рассказывает. Давайте поаплодируем ей за этим успехом. Вот молодежь стала нынче вообще подтягиваться к нам. И это очень прямо радует, что молодежь хочет развиваться, зарабатывать, оздоравливаться. Таких молодежи у нас много. Но сегодня у нас на презентацию почему-то опаздывают, я бы сказала, у нас совсем мало, да? Оля, давай ты расскажи, с какого времени ты принимаешь и что ты чувствуешь? Здрасте, меня зовут Оля, мне 31, и так, принимаю с июня месяца. Нормализовалась ЖКТ, был холецистит, гастрит. Когда вот оладьи кушала, сразу изжога была, сейчас уже нормально, головных болей нет. Очень хорошо. По-женски у тебя, да? По-женски, все нормализовалось, после родов тоже восстановилось, долго не восстанавливалось, сейчас уже нормально. Так, и насчет, вот как Марина сказала, академия изменила меня, получается, да, в отношении к родным, и в семье нормально стало. С отношением. И вообще Оля изменилась с первого раза, да, когда она молчаливая такая была, сейчас она всегда жизнерадостная, с настроением, и всегда я ее и поддерживаю. У нее мамы очень хороший тоже результат. Расскажи про маму немножко. У мамы, получается, то ли артрит, то ли, не знаю, какой суставной. У нее сейчас она в деревне живет, дрова сама таскает, лед таскает,
и сама и еще работает. Энергии не как раньше. Она раньше, когда работала, прямо перед компьютером засыпала. Сейчас у нее такого нет. У нее еще шрамы на ногах шли, да? Она В желтая. 2000 каком-то году кипяченую воду на ногу пролила, и ожог был большой. На одна нога темнее. Сейчас у нее нормализовалась. Ага. В тот раз она нам рассказывала, прям говорит, ушли вот эти, чернота вот куда-то ушла, говорит, нормальная кожа стала же, да? Ага. Мгм. Потом как-нибудь сравнение сделаем. Ага, Ага. хорошо, ага, давайте поаплодируем. А если рассказывать наши результаты очень много, давайте я расскажу свой результат. Я пью капсулу ровно год, 14 марта того года я начала капсулу и получила вообще колоссальный результат. Я скинула 14 килограммов с того момента. У меня появилась талия, нет живота такого, да. И как я больной человек, вообще долго была на гормональных препаратах. 1,5 года была на преднизолоне, когда преднизолон принимала, у меня с почками плохо стало. Поэтому меня перевели на Араву. На Араву села, 3 года была на Араве, у меня начался подниматься давление аж до 200. Поэтому меня перевели на метотрексат. На метотрексате я была 3 года. Дальше и так продолжалось, я пила вот эти гормональные, они все гормональные препараты. Ко мне прибавилось диагноз сахарный диабет 2 типа, щитовидная железа, она уже склонна была к зобу, и в конце концов мне присоединилась вообще глаукома. Вот из-за глаукомы я пошла вот на это клеточное питание, начала искать в интернете, чем бы его лечить. Меня не брали на операцию, потому что у меня в организме было очень много воспаления. Сол был до 60, до 70. А сейчас в данное время ушли у меня суставные боли, все ушли, но иногда, конечно, бывает боли совсем, не скажу, что совсем ушли, но иногда бывает, но с одной таблетки она мне все проходит. Самое главное, у меня ушла глаукома, это подтвердили даже врачи. Была я в городе Москве в прошлом году, когда уже пила 5 месяцев у профессора московского, и мне подтвердили, что глаукомы нет. По этим, получая я вот эти клеточные питания, видимо, у меня улучшилось зрение, сосуды укрепились, клетки восстановились, поэтому организм сам уже стал бороться со всеми недугами. Эту зиму я ни разу не кашляла, ни разу в аптеку не ходила. Забываем уже дорогу в аптеку. Прекрасно же, да, поэтому я вас тоже всем призываю, я никогда никому не говорю, прямо купи и пропей, никогда не говорю. Просто люди рассказывают свои результаты, нашим результатам присоединяются люди. Есть у нас врач Архипов, все вы, наверное, знаете, Максим Никитич, у его отца тоже очень прекрасный результат. Давайте пригласим его. Максим Никитич, расскажи немножко, да, очень хороший врач. Если у кого есть вопросы, можете задать, потому что до него дозвониться невозможно, он очень занятый человек, поэтому есть возможность задать ему вопрос здесь. Пропустите его. Всем приветствую. Я не планировал вообще, да? Ну ладно. Ну, вкратце расскажи. Да, ну так как одна команда, да, все-таки, тут большинство уже опытные, мы старенькие не назвали. Вот. Вижу новеньких, в том числе моих стареньких коллег. Все молодые мы. Настя молодец пришла. Вот. И я просто хочу, наверное, так как у нас все-таки большинство, сейчас 90% опытных, да, по поводу нюансов приема самого продукта.
Очень много вопросов поступает, и как-то по одному отвечать очень сложно. Конечно. Вот сейчас вот Марина очень хорошую тему раскрыла по поводу, как принимать лечебные капсулы. В первое время у нас очень много было жалоб из-за того, что после того, как мы начали принимать Акселер 8, у нас началась бессонница. Мы не могли понять, как мы рекламируем этот продукт, как двухкомпонентный. Это первый детокс, выводит шлаки, накопленные за день. И второй компонент – это антистресс. Содержит мелатонин, который способствует восстановлению естественного сна и нашей клиники. И получилось, что как только начали люди принимать эти капсулы, у всех жалоб, ваша капсула как-то действует в обратную сторону, почему так, я раньше засыпал, сейчас вообще не засыпаю. Потом что выяснилось? Начали спрашивать, как они принимают эти капсулы. Вот почему Марина сказала по поводу, нужно сразу закрывать все свои гаджеты, компьютеры, выключать телевизоры, даже выключать лампы, как ни странно. Потому что всем известно, наверное, медикам, которые здесь сидят, что мелатонин не терпит свет. Дневной свет не терпит, тем более не терпит источники искусственного освещения, к которым относятся, опять же, телефоны, компьютеры, планшеты. И оказалось, что наши люди, которые начали принимать лечебный продукт, к сожалению, видимо, надо было сразу донести, хотя мы тоже сами пришли к этому своим путем сложным. Как только мы начинаем принимать капсулу, мы должны это все убрать, полностью все источники. То есть вот за 30 минут это очень долго. Вот Да. у меня сейчас как, да? Я принимаю капсулу, и как только я проглотил капсулу, все, я все выключаю абсолютно. И даже прикроватная лампа, которая у вас сейчас ведь модно применять энергосберегающие всякие светодиодные, вот эти, которые холодные светы, там, все же бережем электроэнергию, да? Я вас всех призываю не беречь на своем здоровье и прикроватные лампы перевести на советские лампы накаливания. Потому что это наиболее физиологичный источник освещения перед сном. И максимум, если вы не можете никак сразу все выключить и оторваться от внешнего мира, да, возьмите книжку бумажную, какое-нибудь произведение, которое вы перечитали до дыр 1000 раз перед сном. Есть же такая книжка у каждого, да? Ну, сказки возьмите детские. И вы заснете, поверьте мне, сразу. Минут через буквально 10-15 выключайте эту лампочку. Все, это 100% гарантия, что вы заснете сразу. Потом вы уже привыкнете к этому, и уже все это будет в порядке вещей. Теперь хотелось бы услышать вопросы по поводу приема утренних капсул или вечерних тоже, потому что по поводу вечерних капсул, по поводу пробиотиков, которые содержатся в вечерних капсулах, да? Вы знаете, что там содержится споровая форма семенной палочки, устойчивая к кислому желудочному содержимому. И многие спрашивают, как принимать эти капсулы. Некоторые, оказывается, принимают как. Ну, я понимаю, если мой коллега ночами дежурит, бывает, что во время дежурства, конечно, капсулы такие снотворные эффекты не примешь, да, Зоя Фанисовна? Конечно, иначе больные могут пострадать из-за нашего сна. Поэтому вы не уподобляйтесь нам. У нас ненормальный режим работы. Соответственно, мы не можем каждый день принимать. Но я уверен, как нужно принимать эти капсулы. Если вы начали принимать капсулу Акселер 8, этот комплекс из 2 капсул вечерних, вы должны их принимать непрерывно в течение месяца. Каждый день. Они так и задуманы. Потому что эти споры должны накопиться в достаточном количестве в нашем кишечнике. Накопившись в достаточном количестве, они еще прорастают в толстом кишечнике. Они заселяют весь наш толстый кишечник и способствуют росту и восстановлению и росту нашей собственной микрофлоры. Они же там не остаются, эта сенная палочка же у нас не остается же. Она же через месяц полностью выводится. И она и рассчитана именно для того, чтобы весь этот микробиоциноз восстановить полностью. Поэтому, если у вас есть возможность, у вас режимная работа, у вас нормальная жизнь, пожалуйста, принимайте Акселер 8 каждый день, пока не закончится патч. Это у вас будет один курс с гарантированным восстановлением вашей микрофлоры. До следующей глупости в виде бесконтрольного применения очередного антибиотика. Если вам удачно, значит, тем более вы
Но у нас есть оксидент, да, мы всегда можем восстановить температуру. Поэтому, если есть возможность, не надо вот это прерывать. День попила, значит, потом что-то забыла, потом что-то пропоносила якобы, да. Потом еще вопрос по поводу оксидента, да. Сейчас я расскажу вот то, что вспоминаю, да. Некоторые жалуются. У нас в Якутии очень много проблем с запором. Запор бывает двух видов. Не причина запора. Это когда или тонус толстой кишки слишком повышен, это так называемые спастические колиты, да? И из-за того, что тонус очень низкий, это атонические колиты, когда тонус толстой кишки пониженный, она со временем дряблеет, накапливаются каловые камни, каловые завалы, кишка расширяется, кишка провисает. Многие, наверное, слышали про да, колоноптоз, доля колон, мы не будем пугать свои молиться не будем по-медицински, да? Но у нас со временем кишка провисает, особенно у якутов, у нас национальная черта, потому что у нас очень быстро мы отошли от своей генетически детерминированной пищи видовой, естественно, у нас очень часто вот со временем провисает, у нас по очереди у якутят вот как-то так, да, без этого. Естественно, на этом фоне, конечно, очень много тонуса не хватает, кишка расширяется, забивается шлаками, камнями, скаловые завалы. Это жутко, если посмотреть. Наш опыт эндоскопического там видно Платонова. Здесь вообще вам очень повезло по поводу желудочно-кишечного. Поможет им задавать любой вопрос, что они видят внутри нас. Это очень интересно. Вот. И часто задается вопрос, запор проходит. Да, запор проходит, и у людей облегчается первое время очень хорошо, да? Но потом возникает рецидив. У людей возникает обратный запор еще с большей силой и еще более продолжительный запор, как ни странно, да? И у людей страх, что со мной происходит, да? Вы меня извините, да? У вас эти запоры, не то что годами, у некоторых десятки лет, раз в неделю ходить это норма. Даже у подростков, у детей, как с мамой, да? Вы уже о взрослых говорите, да? 20 лет, значит, он какал раз в неделю. Потом это за месяц восстановилось, через месяц у него рецидив. Я какаю не раз в неделю, а раз в 10 дней. Какушки нету. Что со мной? Много таких вопросов. Значит, я проанализировал ситуацию, это возникает у людей с атоническими колитами. Когда уже вот это... Ну, то есть, получается, кишка у нас освободилась, очистилась. Ну, извините меня, то, что вот расширилось, да, то, что вот расширенный мешок превратилась кишка, да, она же сразу же не восстановится. Естественно, после очищения она требует накопления дальше. То есть знак привыкла вот так. Значит, поработала и опять же вот так, устала. Работала и устала. С каждым разом вот оно будет восстанавливаться постепенно. Поэтому пугаться не стоит. Можно добавить немножко слабительных, чуть-чуть. Можно клизмы, более физиологичный способ. Выходов много. Поэтому сразу восстановление стула, если у вас были запоры 20 лет, ну как это за месяц может все восстановиться? Логически подумайте. Вы радуетесь то, что у вас кишка уже очищаться начала. Хотя бы от того пристеночное пищеварение начало восстанавливаться. То, что к вам вот эти полезные вещества стали всасываться в большем проценте, нежели чем раньше вы кушали в унитазе, да? Надо этому радоваться, а не то, что вы там как перестали периодически, то, что вы освобождаете. Поэтому это процесс не одного месяца, а может быть даже не одного года, может быть даже год. Больше года это все нужно будет, может 2 года это будет постепенно восстановиться. Поэтому обращайтесь, консультируйтесь. Здоровье каждого человека индивидуально. Мы же все дети Бога, Творца. Он нас создал каждого уникальным. Поэтому как бы капсулы, конечно, они одинаковые, как бы там дурачник, может, вам скажет всем по капсуле. Нет, к сожалению, не так. Поэтому нужно подходить к этому. И еще я считаю, что вечерние капсулы очень большие споры в чате были по поводу выведения электролитов, да? По поводу там гемодиализа, хронической почечной недостаточности. С некоторых пор я не стал встревать в эти диспуты в чате, и это глупо. Потому что контекст вырван, и потом скажут, ну ты же так сказал. Доктор Акимов уже так сказал. И мы сделали так, и нам стало плохо. Поэтому я молчу. Лучше заочно прийти, показать
свои выписки, то, что у вас на руках, Конечно. пройти обследование, и мы вместе обсудим, потому что нужно почувствовать, это же не так просто. Поэтому это очень тонко. По поводу выведения электролитов у гемодиализников, у хронических почечников, хроническая почечная болезнь почек, вот эти часто бывает, что ноги тянут, прочие, калий, натрий, кальций, там, кто-то там умничал по поводу, что-то из-за калия там ноги тянутся, там калия ноги тянут. Поверьте мне, вечерние капсулы настолько мягко действуют, там нет мочегонных искусственных, чтобы вам выводило бы, там все продумано максимально. Поэтому ничего там не выводится, ничего там, пожалуйста, не выдумывайте. Да, бывает, что если человек на гемодиализе или там с пересаженной родственные почки пересажены, с хронической почечной недостаточностью, там даже небольшого толчка хватает, чтобы немножко вызвать какие-то электролитные нарушения. У меня есть такие пациенты, которым я иногда назначаю препараты того же кальция, да? И у них эти тянущие боли проходят. Но вы же не все гемодиализы, правильно? Не у всех уже почки пересажены. Поэтому, пожалуйста, успокойтесь, у кого почки сахарные, и у кого там моча нормально не идет, и 0,9 бывает, что опухшения после взрослого отечного. Конечно, вы не будете. С возрастом у нас, конечно, функция почек ухудшается. Ничего страшного. Ничего дополнительно принимать не нужно. Теперь вопрос. Кальций как применять? Кальций. Насчет кальция как? У нас капсула. Ну, прям Только все сказали. Люди спрашивают. вот смотрите, да? Многие спрашивают еще, можно ли параллельно с нашей продукцией принимать другие БАДы, да? Можно. Ну, бывает, что у женщин остеопороз, после менопаузы особенно. У женщин идет убыль костной массы за счет кальция на 10% в год. Это очень большой, да, процент. То есть у женщины, получается, надо декальцилироваться вообще именно женский организм. Да? Я считаю, что в этом случае стоит принимать кальций. Но при этом кальций нужно найти такого производителя, который делает этот кальций из того же кораллового кальция или там какой-то биокальций, да, знаете, даже есть синтезированные компоненты БАДов, есть природного происхождения. И при этом, да, наравне с ЛФ, если мы принимаем любые БАДы, я считаю, они способствуют усвоению. Поэтому, если вы дозу, предположим, того же кальция какого-то производителя, предположим, 1 единицу принимаете, да, но если с ЛФ вы принимаете, вы его уменьшите в 2 раза. Эффект будет такой же, потому что всасываемость моментальная, потому что у вас убыстряется обмен веществ благодаря ЛФ+. Поэтому любые БАДы будут всасываться моментально. Поэтому с этим очень осторожно, но я считаю, можно дополнительно принимать кальций. Но это касается женщин, не мужчин. Это разные вещи, да, в организме разных вещей. То же самое касается того же йода. Предположим, я, например, принимаю периодически препараты, не йод, вот этот не йод актив, да, не йодомарин, который продается в аптеках, а искусственный, который вот официальная медицина назначает, а потом мы всадим все эти. Кстати, недавно принят законопроект по поводу йодирования продуктов, наконец-то, соли, ну, как в советское время, да, это очень хорошая тенденция, я считаю. Но принимать нужно именно йод, который производится из морской капусты, из ламинарии, из морских водорослей. И опять же будут усвоение великолепно. Потому что у нас в Якутии щитовидка страдает от 95%, если не больше. Да? Нам всем нужны микроэлементы питания. Давайте. Я принимаю химию. Можно чуть побольше, погромче. Я принимаю химию, а мои врачи запрещают больше БАДов. Вот, как у вас? Давайте после презентации вы ко мне подойдете. Если у вас на руках что-то есть, так невозможно сказать. Потому что в онкологии тоже разновидности, протоколов химии тоже множество. Не знаю, множество. Скажите, Ну, пожалуйста, давайте я- времени, Ага. с какого времени в этой компании пользуетесь продукцией? Я лично Да. с 19 мая прошлого года. Скоро много нет. Я принимаю Elevate неделю по одной, ну, на 3 части, да. У меня давление повысилось, а у меня так низкое. Почему?
Вот по поводу повышения, очень много вопросов, кстати, когда Elevate принимают, и вначале идет повышение давления, да, люди начинают пугаться. Пожалуйста, посмотрите мои вебинары по поводу клеточных питаний. Дело в том, что артериальная гипертония имеет свои причины. Давление не просто так повышается, оно же компенсирует что-то. А мы назначаем таблетки. И при этом состояние же пациента не улучшается. Мы только успокаиваем себя тем, что видим на тонометре 120-180, да? А что там внутри, какие сосуды расширились, какие сузились, снижается ли вероятность риска инсульта, инфаркта. Об этом очень много противоречивой информации. Вы просто почитайте в интернете, да? Клинические исследования с точки зрения доказательной медицины. Вам, конечно, будут впаривать дорогостоящие препараты, естественно, вы побежите, потому что это все регламентировано официальной медициной. Ну, то есть, как там шутят, да, у каждого доктора, работающего, есть лицензия на убийство. Это так и есть на самом деле. Законодательство у нас есть лицензия на... Ну, то есть, нам как бы сверху спускает, назначайте это. А у меня нет проблем с давлением вообще. Я вообще ничего не понимаю. Тогда у вас в чем проявляется это повышение давления? Было У вас все время самочувствие 110, да, Нет, а вы- сейчас 140. Как это так? Слишком уж прям. Нет, вы начали измерять из-за чего? Из-за того, что... А я у все вас время голова- измеряю просто так. Нет, ну у вас какие-то беспокойства должны быть. Нет, никаких беспокойств. Хорошо, по самочувствию скажите, что вас волнует, кроме того, что цифры увеличились. Да, ну вот у меня внутри прямо вот жар идет постоянно. Вы по какой этой принимаете сейчас? По полной? Нет, 1/3. 1/3. Да. Ну, Я рекомендую в данном случае еще уменьшить. Еще Еще уменьшить. меньше. Да. ну, Вот это как раз да. индивидуальный подход и обязательный питьевой режим. Ну, пить, да. я Люди пью. часто вот это слизнут и думают, что ну что, хорошо, Нет, там маленький. Ну, чё Еще его забивать? вопросы, Максим Никитичу? Есть вопросы? Давай. Если давление повышается на 30% от исходного, если у человека в норме давление, да, ничего делать не надо. Нужно принимать успокаивающие таблетки из рода валериан, корневища валериан. Я вот рекомендую, я лично свои, кого я веду, назначаю таблетки корневища валериан. Ну, это валерианка обычная, это копеечный препарат абсолютно, травяной. Можете его утром 3 таблетки, вечером 4 таблетки. Днем можно 2-3. Если у вас элевейт вызывает вот такую реакцию. Ничего страшного нет, это идет адаптация организма, потому что организм находился в режиме энергосбережения, и бывает то, что повышается давление умеренно, это говорит о том, что у вас восстанавливается кровоток мозговой, резко открываются капилляры, у вас восстанавливается, ну, организм немножко испытывает легкий шок, он же не будет сразу перестраиваться. Конечно. Он, конечно, будет испытывать шок, потому что резкое восстановление снабжения. Если организм постоянно находился в кислородном голодании, ему это как бы, он даже не знал, что есть другая жизнь, более приятная, с большим кислородом на 30-40%. Конечно, у него шок. И он всячески старается сопротивляться. А потом это проходит. Есть еще вопросы? Вот Excel, вот постоянно же, какие можно делить, а какие нельзя. Мое мнение, Это можно. мое мнение, вот говорит Мустафаева, там, что Андрей говорит, у каждого врача, конечно, свои. Да? Мое мнение, что не надо учить. Да. Они созданы Они для- неделимы, друг друга дополняют. Но если вы их как бы высыпите, да, бывает, что пациент зондовый, тяжелые такие, постинсультные пациенты, у которых нарушено глотание на зондовом питании, да, бывает такое. И говорят, что капсулу нельзя открывать, значит там бактерии умрут. Ничего подобного, как они могут умереть? Они в споровой форме. Они могут сохраняться в споровой форме годами. Просто их высыпаете и ничего такого, смешиваете 2 компонента капсулы и сразу. Ну, поблагодарим Максима. Если есть вопросы, потом просто ему задавайте после презентации. По поводу базовой терапии, если человек находится на базовой терапии, ни в коем случае самостоятельно исключать не надо, потому что это наши капсулы, они пища, получается натуральная пища, клеточное питание. И врач сам увидит, что у вас состояние уже лучше, и врач сам вам дозу уменьшит вашего базовой терапии. И что
По поводу химиотерапии, да, вот во время химиотерапии действительно не надо его принимать, потому что она вашу химию, которую врачи уже готовят вас к операции, она будет вымывать, все выйдет. Поэтому во время химии не надо. После химиотерапии, когда уже человеку операцию сделали, через 2 недели можно принимать для восстановления. Была у меня вот двоюродная сестренка, она заболела рак молочной железы. Во время она получила 6 химиотерапий. Она вот очень слабо себя чувствовала во время химиотерапии, да, она даже ни с кем не хотела разговаривать, думала, раз рак молочной железы поставили, думала, конец. Ничего подобного. Рак, раньше это было, да, рак поставили, люди думали, это все конец. Нет, ничего подобного, наши клетки, они восстанавливают силу. После химиотерапии я ее уговаривала, она тоже не хотела, конечно, принимать. Это БАДы, говорит, это наше питание, это совершенно не БАДы, это клеточное питание, еще раз повторяюсь. Она начала после химиотерапии, после операции начала принимать, ИЛФ начала принимать, ИЛФ. Мы вообще начали, потому что она была очень слабенькая, мы начали одну с 8-го начали, делили его на 8 частей и давали 8. Как вот эта капсула закончилась 8, мы его делили на 6, потом делили мы его на 4 и так дальше увеличивали. Мы где-то после 2 месяцев уже начали давать ей полную. И она прекрасно восстановилась. Ей хотели дать уже пожизненную инвалидность, хотели давать. Нет, и раковые клетки у нее сейчас вообще нету. Она обследуется после химиотерапии, после операции ее каждый месяц все равно, оказывается, обследуют. Она вышла на работу, работает в Жатае, воспитательницей детского сада. Вот прекрасно же, хорошо же, она очень хорошо восстановилась. А те, которые с ней лежали не до сих пор, восстанавливаются, еще они себя слабенько чувствуют. Для восстановления я даже порекомендовала наравне со всеми вот медицинскими таблетками. Вот когда по поводу давления, да, у меня у самой давление очень долго восстанавливалось. Я хотела быстро получить результат, я начала после 3 дней с 1/3 и приняла по полной капсуле. Она у меня вот дала обострение в виде чего? В виде кашля. Откуда у меня появилась такая кашель? Температура до 40 подскочила, видимо, организм очень боролся, и я вообще на 2 дня слегла. Испугала своего сына, сестру свою испугала, они вызывали врачей, скорую помощь, и давление у меня вообще под 200 было. И я начала обзванивать всех, которые мне порекомендовали эту капсулу, и мне сказали, что это давление, вот, явление такое, которое у многих бывает, потому что в составе находится вот, гаурана, по-моему, да, она повышает давление. И мне сказали, обратно вы делите его на 3 части, даже на 4. И постепенно, когда организм у вас нормализуется, добавляйте. И таким образом я обратно делила, и ничего, у меня температура спала уже на 3-е сутки, спала, давление тоже упало. Конечно, я же пила таблетки. Вот сейчас изредка иногда бывает такое давление, повышается до 160, повышается. Я одну таблетку ларисту выпью, она у меня все опять падает и нормально. Я сейчас никакие таблетки не принимаю, базовую терапию давным-давно мне отключили. Я вот очень рада, что у меня ушла глаукома. Я даже капала вот это, капсулу разводила на воде инъекционном, в аптеке покупала ампулки и разводила, и капала даже капли в глаза. Она очень хорошо, видимо, и наружно, и внутренне принимаешь, она быстрее идет, процесс выздоровления как бы. Поэтому, если кто, видимо, тоже меня очень многие спрашивают
можно ли на воде, можно. Лучше уж подстраховаться. И в аптеке продаются вот для инъекции вода. На этом растворяйте этих. Даже у меня было обострение аллергии когда-то, когда принимала именно вот гормональные препараты, у меня токсиодермия была. Я даже лежала целый месяц в больнице в Кожном. Все тело покрывалось прямо болячками, прямо с ног до головы такие коросты были. Я же даже вспоминаю, что это было. И сейчас недавно тоже у меня было обострение в виде кровопийцы. Но уже не так, как раньше было. Уже с легкостью таблетки супрастина или тавигила выпью, у меня уже зуб проходит, а чуть-чуть немножко остается. Поэтому обязательно, ну, конечно, врачи никто не одобряет, и у меня же такой же случай был, когда вот глаукому поставили, я перестала ходить к врачу. К врачу потом пришла, говорю, после вот этого профессора, да, когда услышала, приезжает к нам в сентябре же было, да, Шаура приезжал, я пошла опять к врачу своему, чтобы убедиться, действительно ли это глаукома нету. Пришла она меня с таким этим приняла, у какого-то шарлатана была, типа, да, не может быть, глаукома не вылечивается, без операции не вылечивается, она говорила. Ничего подобного. Оказывается, клетки, когда восстанавливаются, она уже, организм сам борется. Есть там вот эта презентация, покажем вот эту. Презентация мухонария должна быть. Вот. Клетку покажи, вот которая клетка. Мы, например, вот к врачу, когда идем, любой врач, да, например, терапевт, общие заболевания лечит, да, кардиолог сердце лечит, ревматолог суставы лечит, а это наше клеточное питание, она лечит, начинает с клетки. Вот посмотрите, одному врачу пришли, они начинают органы лечить. А органы, когда вы лечите, она останавливается, как бы замораживается, и человеку становится лучше. И потом она же повторяется же, да, точно такой же случай у меня был. Я в ревматологии раньше лежала 2 раза в год. Лечусь в больнице, мне опять же гормональные препараты капают, и я чувствую улучшение, как бы, да. И потом полгода проходит, у меня такая же опять картина, начинается опять все заболевание. А тут клетка, когда лечишь, да, клетка, она сама вообще вылечивается. У нас 25 миллиардов и даже больше клеток у человека. В ту секунду зарождается клетка, когда человек больной, да, на химиотерапии, вот вообще на химических таблетках, да, она помирает обратно же. А вот это клеточное питание поддерживает нашу клетку. Клетка, когда она вылечивается, вот весь организм, получается, уже борется сам человек со своей болезнью. Также, видимо, со многими так и происходит, да? В основном у нас результаты вроде сейчас все, да, или есть в зале, кто хочет выступать? Есть уже около этого? Давайте я выходите. У вас ребенок тоже пьет, по-моему, да? Всем доброго дня. Меня зовут Елена. Мне 41 год. Так, у меня, значит, какие были проблемы? Постоянные головные боли были, ну, с юных лет. Остеохондроз у меня был. Потом у меня еще, ну, в последние годы шейный звонок начал болеть. Вот, я офисный работник, постоянно с утра до вечера сижу за компьютером. Вот у меня, значит, головные боли были, глаза уставали, глаза болели. И, ну, и, конечно, у меня зрение у меня ухудшалось с этим. А вот Elevate я начала принимать, значит, с 1 июля прошлого года. У меня, значит, сейчас абсолютно недугов нет, все у меня так пошло. Ой, прекрасно. Даже улучшилось зрение. Вот. У меня еще принимает ребенок, ему сейчас 8 лет, он очень, ну, постоянно болеющий был.
простудные у нас заболевания были, бронхит у нас был, ангина постоянно вот вылазила. Сколько мы не пили этих лекарств, ну, например, с прошлым годом, если сравнить, мы 3-4 раза переболели, у нас очень тяжело болели, ангина, вот, бронхит с накладной такой, температура под 40, постоянно вылазила 3-4 раза. Сколько бы там этих не пили лекарств, они же нас не лечат, действительно. Они действуют, ну, снимают, замораживают, да, как бы замораживают, а причину заболеваний наших они не лечат. Вот я ему начала давать, значит, с сентября, с 1 сентября. В октябре, значит, у нас, ну, как бы простыли, у нас как бы выскочил бронхит, ну, как бы уже в легкой форме. Температуры уже не было, ангины уже не было. А потом, значит, в начале декабря также, ну, уже совсем в легкой форме тоже бронхит выскочил. Ну, никаких новых. И все, больше мы и не болели. Очень хорошо. Во время эпидемии гриппа ребенок не болел. Вообще не болел, да. Сколько у нас, да, эпидемия было. Значит, вы посмотрите, в сравнении с тем годом, с этим, мы, значит, уже, пока вот даже болели, мы лекарства вообще не принимали. Врачи не ходили. Забыли все, больницу. Очень хорошо. Даже вот, ну, сравнить, вот, с прошлого года, наверное, где-то болел последний раз, все, после этого раза, ни разу мы это лекарство не пили. Какая дозировка? Ребенок мы, ну, начали принимать с 1/4, сейчас, ну, как бы 230 килограмм, но я уже начала 1/3 час давать. Ну, давайте поаплодируем. Действительно, зрение очень хорошо восстанавливается, да. Я пока не принимала вот эти клеточные питания, у меня зрение вообще тоже с каждым разом ухудшалось. И я не могла читать вообще газету или что-либо читать без очков не могла. Плюс 2,5 очки напялю и читаю. А сейчас я прекрасно без очков читаю все. Даже иголку не могла вдеть нитку. И сейчас прекрасно я могу вдеть иголки. И обучаясь в Академии «Успех вместе», надо... Развиваешься, оказывается, мышление меняется, начинаешь зарядки делать. Я раньше то ли ленилась, то ли у меня болезнь сильная этого, я не могла даже руку поднимать не могла. А я сейчас буквально могу приседания 100 раз делать вот так. А раньше у меня вообще не получалось. Могу делать уже, благодаря Андрею Шаура, делаю отжимания от пола 25-30 раз. Есть у нас люди, которые пенсионного возраста девочки, они делают 60 раз же, да? Сафронова Таня 60 раз 80. Делают. Поэтому, когда вот боли отойдут, давайте делайте зарядку. Успеха всем большого счастья. И кто хочет, у нас в Академии, да, вот в этой вообще системе у нас маркетинг очень хороший, очень много людей зарабатывают. В том же числе я вышла на доход. Ага, открой там вот это. Покажем, что представляет вот это наш магазин. Бэкик. Свой или свою открой. Сейчас откроется. Давай. Так, как только регистрируетесь в Эпике, да, у нас появляется вот такой магазин, интернет-магазин. Поэтому интернет-магазину можете приобретать наши продукции и можете всем давать свои ссылки. Подними наверх, покажи ссылки. Вот здесь вот предпоследняя эта ссылка, которую мы отдаем вновь зарегистрирующему человеку. Опусти этот низ. Есть электронный кошелек. Открой вот электронный кошелек. Но как только вы зарегистрировали новый человек заказал продукцию на $123, у вас в кошелек падает деньги. Посмотрите, на сегодняшний день у меня $1203. Это если на деньги умножить, сколько это будет?
170 тысяч, да? Буквально я вчера получила бонус жизни, который сделала 4 на 4. И в тот же день продала новому партнеру $500. Это на наши деньги сейчас, на сегодняшний день, 34 тысячи. Это же очень хорошая прибавка, например, к пенсии, да? Ага, давайте у вас у всех есть наставники к своим обращайтесь, зарегистрируйтесь, кто не зарегистрировался, можете заработать здесь вообще очень хорошо. Нигде такой компании, говорят, нету, я никогда ни в какой компании не работала, работаю впервые в этой компании 2 года, 3 или 1,5 года тому назад мне сказали бы, Дора, ты будешь в интернете зарабатывать, я бы ни за что не поверила. Прекрасно же, да? Иметь свои деньги в электронном кошельке в интернет-магазине. Ну, в остаток времени организационные вопросы давайте решим. Завтра буквально мы собираемся, у нас началось турне по республике, по районам. Были мы в Намском районе, были мы в Мегино-Кандаладском районе. Завтра собираемся в Усть-Далданский, Улус, Барагонцы. Если есть в Барагонцах ваши люди, приглашайте на презентацию, чтобы пришли на презентацию. Ну, успехов всем! Вопросики можно, да? Есть желающие, пожалуйста. Новичкам как принимать? Одновременно? Новичкам? Одновременно Новичкам, да. да. Все 3 капсулы или как? Нет, всем новичкам, что мужчина, что женщина, бабушка, дедушка, принимайте с 1/3 капсулы, чтобы не было вот такого обострения. А вечерние капсулы ничего такого обострения не дадут по полной капсуле. И действительно надо принимать очень хорошо воду. Утром попила воду холодную не надо, потому что вы, когда пьете холодную воду, желудок наш, она пока обогревает, она может окисляться. Также, если горячую воду будет пить, она будет желудок остывать его, чтобы остужать, и также она будет, окисление может произойти. Поэтому тепленькую воду, и в течение дня себя не насилуйте, чтобы прямо по литру, по 1,5 литра. Таскайте вот в этих маленьких бутылочках и пейте глотками, и все. И сама по себе вот Деливейт, она вообще такая капсула, когда пьешь его, организм требует воды, поэтому пьешь. Было же такое, да, есть такое, вот видите, все девочки ходят, вот с бутылочками ходят. А если у некоторых нет возможности принимать 3, а зеленые можно начинать? Конечно, можно. Мы все начали зеленые капсулы, вот она вот новинка, она считается вечерняя капсула, она после года этого зеленой вышла вечерние капсулки. Поэтому силовать можно. Но желательно, говорят, вот врачи, которые, да, есть у нас кандидат медицинских наук, академики медицины есть, они говорят, вообще, чтобы очищение делать, надо начинать с вечерней, говорят. Но ничего, я думаю, силовать тоже можно начинать. Она очень хорошую энергию дает. Кто принимал, наверное, чувствовал, да, даже первые, вторые дни прям такая энергия прет. Но прям все хочется делать. Есть у нас Элика тут очень активная. Давай Элику послушаем немножко. С каждым разом смотрю, она красавица, да красавица становится. Если Инстаграм есть, посмотрите, я наблюдаю всегда из нее. Да. Ну, что я хочу сказать. На самом деле, действительно, результатов очень много. Элику найди в Инстаграме. Элика великая. Мне очень нравится. На самом деле, вот я хочу сказать вот об этой компании. Вот действительно, я в эту компанию пришла, потому что я прочитала очень много благодарных отзывов. Это для меня было действительно удивительно, потому что я как человек, который всегда ищет возможность, да, вот, получается, я сетевым бизнесом занималась 2 года, вернее 3 года, и для меня было важно, в какой компании работать, на самом деле, да, потому что очень много разных компаний, и связанных по здоровью, и по похудению отдельно, да, а вот эта компания, она, получается,
нужна всем. Вот этот продукт нужен вообще абсолютно всем. Потому что хоть одного человека назовите, кому не важна энергия, да, Да, и да. здоровье. Это же абсолютно всем. У всех есть семья, у всех есть мама с папой. Даже если ты здоров, то у тебя есть ребенок или там дедушка с бабушкой, которым ты хочешь помочь. Поэтому в эту компанию я пришла очень осознанно, да, потому что что-то начала волноваться немножко. Вроде бы вообще так смотришь, спокойно. Поэтому надо выходить почаще, вот именно чтобы вот это. Да. Я же вас всегда же вызываю. Потому что я смотрю, с каждым разом люди выходят и становятся такие спокойные, живут яро, как хорошо начала выступать, да? Вроде сначала какое-то время все волнуются, а потом уже так красиво, так спокойно выступают. Я тоже вот хочу. Да, вот это Да. капсулки наши. Да. И что касается моих результатов, то на самом деле вот я тоже считала себя относительно здоровым человеком, да? А нифига подобного, оказывается. Оказывается, у меня, вот я потом со временем только вспоминаю, что, ага, у меня же, оказывается, синусит хронический, да? У меня хронический гастрит, у меня там хронический там, не знаю, вот у меня зрение тоже вот периодически, вот страшно болели глаза, да, допустим. Вот сейчас у меня тоже я чувствую, когда поднимаешь капсулу, получается у тебя прямо вот, даже какое-то пространное вот такое вот 3D такое получается, как бы, не знаю, потому что за счет, видимо, концентрации внимания, да, получается, ты, например, это за рулем очень хорошо четко прям чувствуешь. За руль садишься, обычно видишь только вот то, что в ближайшее расстояние, да, и буквально вот так. А когда вот с капсулой Лев, получается, у тебя вообще вот ты всю улицу видишь спокойно. И спокойно вот эти ближайшие, вот то, что элементы на дороге проезжаешь спокойно, так и ты еще и вот всю улицу вперед еще видишь. Мне вот это очень удивительно, очень. И поэтому я считаю, что водителям надо обязательно тоже принимать, потому что улучшается концентрация, улучшается восприятие, это полностью ты находишься вот ясность, да, вот это вот. И внимание ребенка тоже вот, получается очень хорошо увеличится. Ну, я сколько отзывов читаю, что дети начинают хорошо учиться, у них концентрация внимания, еще улучшается память, получается тоже. Потому что у меня вот тоже, я всегда себя называю, что у меня вот девичья память, я сразу забываю, да? А вот с этими нашими капсулами, получается, я даже сама от себя не добалдею, я типа, я все помню. А у меня еще такая бывает работа такая, да, то есть я параллельно вместе с этой компанией занимаюсь тендерами. А там все по графику. Надо это, тут уже торги, аукцион начался, а там надо это, и все надо вот так несколько компаний сопровождаешь. И вот я, получается, а сейчас я все помню, я даже не записываю. Так, ага, а сейчас я вот это, и думаю, ничего себе, я это все помню. Действительно, это память улучшается. Память вообще, да. И сейчас у меня нюх такой острый стал, то есть у меня вот всю жизнь никак не могу, вот обоняние у меня вообще притупленное, да? Нос у меня вообще не дышал. У меня в детстве ставили, что у меня перегородка, как называется, искривленная. Делали операцию даже на носу, и мне вообще не помогло ничего. Поэтому я уже с этим смирилась, это часть моей жизни стала, что у меня притупленный как бы нюх. А тут, получается, я захожу и прямо чувствую, этот запах, то, вот это еда, короче, обоняние, вот, вкусовые тоже рецепторы, получается, да? Обоняние тоже. Обоняние тоже, да, конечно. Сейчас у меня получается обоняние. Спасибо. И сейчас, получается, у меня, оказывается, очистился язык. У меня всегда налет такой, я не знаю, почему-то постоянно вот белый такой язык. Желудочный А сейчас кишечник у тебя очищается, да, язык на лед ушел. А у меня вот, получается, кишечник очень ленивый еще с детства, ну, хронический гастрит. Я могла вот как раз вот этот случай, когда раз в неделю, да, ходишь. А тут, получается, у меня организм, как у здорового человека, каждый день очищаю, это вообще здорово. И получается, язык начал очищаться сейчас. Я прямо чувствую, я прямо удивляюсь даже, да. Я кушаю, раньше я такой спокойно кушала, вот так все так закрутила себя, да. А сейчас я кушаю и думаю, что ты такой пересоленный, что тут перца слишком много. И такая прямо стала такая придирчивая. Ну, потому что, оказывается, организм очищается, а когда организм очищается, он чувствует, как оно есть. Не через притупленные твои вот эти вот все рецепторы, да, а полностью как ты очищенный, здоровый человек все воспринимаешь. И поэтому и вкусовые качества вот, еды уже тоже начинаешь по-другому смотреть на еду, начинаешь более избирательно как-то подходить к еде тоже. За счет этого тоже, опять же, похудение. Вот я похудела на 4 килограмма, и на самом деле объемы уходят, я все сообщила, спокойно в свои платья, 42 размера спокойно захожу, да, а там где-то у меня, вот,
Я вот эта фотография вообще, это первый день, когда я пришла на презентацию в ноябре прошлого года, вот 9 ноября. Я пришла, вся такая опухшая пунчик такая. Я даже чувствовала, каждый вечер у меня вот даже вот следы от одежды вот на ногах. Такие страшные отеки были, да? А тут сейчас у меня вообще такого нет. И вот я вот такая пришла, вот, это я еще после путешествия приехала, я была в Италии, я там целую неделю отдыхала, я думала, по 10 тысяч, 15 тысяч, 20 тысяч шагов ходила. Я думала, я вообще похудею. Приехала, где точно такой же, 59 килограмм. А тут с капсулой Да. 4 килограмма сбросила. Это вообще прекрасно. Сразу за первый месяц я похудела на 3 килограмма. О. Ушли сразу отек и лишняя вода, сразу почистился, кишечник стал работать, все. А что действительно быстро уходит? Открой мой инстаграм. Цистит, да. Цистит тоже это отдельная история. Да. Хочу сказать, что вот обострение, действительно, рецидивы, да, как правильно сказал врач, периодически волнообразно возвращается, да. Я принимаю сейчас, получается, 4 месяца, сейчас 5-й месяц пошел, да? Ага. И вот у меня хронический цистит. То есть с детства, в общем, меня продуло на пароме там у нас. И вообще мы живем на севере, поэтому это проблема каждого второго, третьего человека, да? Вот. И у меня, получается, раньше я вообще боялась, я одевалась как капуста, чтобы лишний раз, не дай бог, где-нибудь что-нибудь продует. Потому что сейчас я вообще, я спокойно одеваюсь, просто там и просто это, ну вообще, то есть это качество жизни даже начинает меняться, да? Потому что раньше я всегда боялась, что меня продует, а сейчас я уже не боюсь. Но периодически все равно волнообразно какие-то болячки выскакивают, возвращаются, напоминают о себе. Хотя прошло там 10 лет, я об этом уже забыла. Вот. О чем мне еще? Кожа, вот когда выходишь почему-то рассказывать, всегда забываешь, да? Поэтому очень хорошо, когда напоминают. Вот у меня вот лицо почистилось, потому что я как механическую чистку лица делала. По глупости, по молодости, студенчески на первом курсе пошла, и мне почистили так лицо, все расковыряли, в общем. И когда, как раньше, если у меня 1-2 прыщика уделал, у меня стало выходить прыщи по всему лицу. И потом вот эта проблема со мной вообще, вот, мне 36 лет, и прыщи постоянно тоже выходили, да? Я думаю, ну все, это вот пожизненно, я буду прыщавая, как подросток. А сейчас, получается, у меня... Очистилась? Но даже эти Я вот шрамов сейчас, нету. даже вот если без Она, хожу. да, без косметолога она кожа подтягивается, лифтинг лица. Да, лифтинг идет, лица, вообще вот, хорошо. люди, которые похудели на 15-20 килограмм, у них лицо, вот, само собой, да, обычно же А у них нигде кожа, ничего не это же обвисает. огромная Ага. проблема, да, Да, после да, такого да. потери веса и кожа висит, а тут она сама самостоятельно, да, вот, очень естественным образом подтягивается. И лицо, вот шрамы действительно вот эти вот уже начинают выходить, я думаю, сейчас чуть-чуть совсем осталось, и я думаю, они тоже уйдут за 2 месяца, думаю, идут. Поаплодируем, Элисе. Действительно, вот смотрите, вот это я с этой стороны, смотрите, вот разница есть, прошло вот сколько месяцев. Где-то разница между этими фотографиями 5 месяцев. Я сбросила, вот тут сбросила 12 килограмм, сейчас 14 килограмм сбросила. И все, с каждым днем молодею. Знакомые мои, которые видят сейчас, все время удивляются, с каждым днем. Я вообще хромала, в одно время вообще ходила даже с тросточкой. Сейчас мне даже тросточки не понадобилось. Те люди, которые... Сейчас, те, которые люди, да, вот, в жизни не принимали вот, всякие химии, таблетки, да, им быстрее приходит, а я человек, да, в жизни была на таблетках. Ага, есть желающие еще выступать? Пожалуйста, Аяна. Добрый день всем. Хорошо, что у нас с каждым разом, да, зал всегда наполнен. Я хочу сказать, что я зарегистрировалась 2 ноября 2018 года. Да, и когда я первый раз пришла на презентацию, у нас презентации проходили в Доме быта. Я увидела, что ведет эту презентацию вот наша очаровательная Дора. Она я так удивилась, стоит такая женщина, рассказывает, да, я еще подумала, надо же, и она приезжает
Снегино-Кангаласского улуса с Майей для нас, городских, проводить вот эту презентацию. Да? Меня это настолько удивило, потому что обычно, когда бывают какие-то вот новые проекты приходят, да, в основном это приезжают там из других городов или же городские. Да? И я стала присматриваться и следить за Дорой. Да. Я хочу сказать, что когда я сюда пришла, ну, компьютером я владею, потому что, в принципе, у меня 20 лет работы, это в индустрии продаж, да, я все это знаю, но я не увлекалась ни Фейсбуком, ни Инстаграм, меня это не интересовало. Была там ВКонтакте, у меня была там такая обычная страничка, которую я так редко там забрасывала после путешествий, и потом оставляла. Вот знаете, что я хочу вам сказать? Что вы пришли все в правильное место, Где вот и в в правильное Инстаграме найди, время. где танцы, Потому что дискотеки. сейчас идет переходный период. Сейчас вы сами чувствуете, что мы уже живем в информационном веке. Да? 20 век это был эра Водолея, а сейчас эра... Ой, 20 век был это эра рыб, а сейчас 21 век это эра Водолея. Что значит? Это информационный век. И вот те люди, которые будут на пульсе держать, ну, как бы, событий свою руку, да, они будут, знаете, как на волне. Вот вы видели вот этих парней, которые по волнам вот так, серфинг? Они не только там двигаются, они получают удовольствие, а другие стоят на берегу. Ну, я видела, когда вот я в Индии была, там, да, эти волны, ну, человек, видите, который живет не возле моря, я боялась этих волн, и я зашла только на 5-й день, потому что я знаю, уже через неделю мы уезжаем. Вот чтобы вот... А море было вот такое. Но тем не менее, потом мы научились, как поплавки, вот там волна идет вот такая чуть ли не двухэтажная, но оказывается, там есть специальный способ, что ты вот так должна подпрыгнуть, и она тебя поднимает. Да? Вот смотрите, что происходит. Очень многие люди стоят на берегу и наблюдают. Они боятся вот этих волн. Ну, как я там тогда во время путешествия. Да? Но я стояла и зачарованно там смотрела, в основном мужчины там. Они прямо вот, я думаю, как они не боятся, они там все-все. И потом так дети выбегают, такие радостные, полны жизни. Вот это и есть жизнь. И вот здесь действительно всегда говорит Андрей Шаура. Здесь жизнь при жизни. Да. Да. А многие как живут? Они не живут, они существуют. И они спят, потому что они постоянно говорят: ой, а вдруг там неправильно, я не буду эту капсулу пить, я посмотрю за вами. А вдруг там еще что-то, я тоже посмотрю, да? И вот так проходит жизнь, понимаете? И я хочу вам сказать, что время – это самый такой ресурс ценный. Он не то, что ценный, он бесценный. Бесценный. Он уходит. Вот этот день пройдет, 24 часа пройдут, и никто вам их не добавит. А наше клеточное питание может добавить. Потому что действительно, когда я была в Иркутске и сказали, что эти капсулы клеточного питания вам дадут дополнительное время. Это говорил Андрей Шаура со сцены. И я подумала, дополнительное время, но если человеку по генетическому типу, там, в его среде, значит, уже уготовано прожить там 76 лет, допустим, да, то значит дополнительное время, наверное, ему 10 лет добавится, ну, будет пить капсулу, и будет 86 лет. Но оказалось все по-другому. Когда я стала принимать капсулы, вот, я заметила... ну я сначала скажу, как я сюда зашла. Зашла я благодаря своей маме. Моей маме 80 лет, и она страдает уже, ну уже не 10, а уже 12 лет, как она страдает ревматоидным полиартритом. И вот с этим полиартритом, вы знаете, какое это заболевание? Это аутоиммунное заболевание, которое оно не лечится. Только вот сколько я вот в больнице ложила, консультировались, сколько ей уколов назначали, у нее постоянно во время вот этих курсов повышалось давление, обострялась проблемы с желудком, начиналось у нее головокружение, появлялась рассеянность. Я бывший врачи не бывает, но я по специальности травматолог-ортопед, хотя я почти уже
большую деятельность, проработала как предприниматель. 7 лет проработала я травматологом-ортопедом. Вот. И я, наблюдая вот за этим лечением, читая вот столько пунктов побочных эффектов, я своему самому родному человеку говорю: мама, давай мы не будем эти уколы покупать и не будем делать. Но вы знаете, как пожилые люди у нас устроены. Вот ты нехорошая дочь, ты вот, мне вот такой список хороший врач назначил, а ты, значит, деньги жалеешь, вот тебе моя пенсия, я если рубля не возьму, купи да купи. Вот у нас вот такое было. Ну, я шла, и, представляете, вот эти 11 тысяч я все прописанное покупала, скрипя сердцем. Ну как, дома же меня встречают уже как плохую дочку, уже даже могут и на порог не пустить. Вот, чтобы я уже лишить посещений, да. И вот, значит, вот эти побочные эффекты были, и как только она курс отменяла, я почему хочу обострить внимание, потому что курс она применяла, головокружения у нее уходили, ну, значит, это у нее побочный эффект был от лекарств, правильно? Желудочно-кишечный тракт восстанавливался, значит, давление тоже более-менее нормализовалось. И только потом, вот я говорила: вот видишь, мама, ты уже как 10 дней ни уколы не получаешь, таблетки не пьешь, и у тебя уже более-менее такое стабильное состояние. Не скажу, что она выздоровела. Поэтому говорю, вот эти химические препараты в наше новое время, да, при хронических заболеваниях 10 раз подумайте, чтобы, ну, травить свой организм. И вот почему моя история, что я ушла после 7 лет работы врачом. Потому что, ну, я тогда по молодости была максималистка, но я видела все эти закулисные вещи, когда, и даже врачи говорят: ну да, одно лечим, другое калечим. Лечим, назначаем сильные лекарства от сердца, у человека начинает не выдерживать печень. И что врач делает? Спокойно направление к гепатологу. Идите теперь почки к нефрологу, потому что почки уже пошли в напряг. Идите там учитесь. Или же лечат печень, сказывается на сердце. Ой, у меня появляются боли в сердце. Ну, идите к кардиологу. Хотя читаешь вот эти истории болезней и видишь, ну, действительно, это все уже как бы наработанное. Вот в каком состоянии находится медицина. Я очень рада, что с такой большой сцены, вот кто не был, но кто был, по видеозаписи посмотрите, наш уважаемый Максим Архипов, нам очень повезло, что он здесь с нами вместе, да, приветствуется. Я тоже врач, но мой стаж только 7 лет. Я потом оттуда сделала ножки, вот, потому что, ну, во-первых, зарплата маленькая, во-вторых, ты смотришь и видишь, что, ну, ты просто руку тоже прилагаешь к чему-то такому, что оно не очень качественное. Ага. Вот, я хочу сказать насчет своей мамы, что когда она стала принимать клеточное питание, конечно, организм зашлакованный, 80 лет, естественно, у нее обострение пошло. Так что к этому будьте готовы, мы все равно продолжаем это пить, и сейчас у нее обострение меньше. Но что я заметила? Я заметила, что она, ну, у меня мама козерог, она меня постоянно контролировала раньше, да, и говорила: ты сделала там, отчиталась в налоговой инспекции, ты что-то сделала, продажи как у тебя идут, вот типа такого, да, звонки были. Вот это сейчас вернулось, теперь я стала маминой дочкой, да. Я очень рада, что у меня теперь такая мама, как в молодости. Я прихожу, она уже мне чай ставит, все такое. Вот, очень хорошо чувствовать. Совсем да. поменялась, да? Да, хоть она, у нее руки болят, да, но тем не менее она уже относится ко мне. Вот все эти 7 лет была я для ее мамой, когда родители становятся старыми, дети становятся их родителями, правильно? Они там им помогают, что-то, в общем. Но мне нравится, что у нее такой возраст, 80 лет, и у меня есть мамочка, я уже мамина дочка стала. Ой, да, вот, поэтому я вам всем желаю, те, кто первый раз пришел, вы увидели очень хорошие отзывы, услышали, да? Видите, как меняются люди, это очень, вот танцуют на площади уже. Почему я вытащила Да. вот этот кадр? Да, Яна мне звонит, говорит, ты, оказывается, звезда из Инстаграма, говорит, ты даже где-то танцевала. Это где ты была? Посмотрите, вот наши гости приезжали, мы поехали в город. Ага, включи. Ага. Стоит инвалид третьего, можно
Ну, очень хорошо. Так, есть еще кто желающий выступать? Еще у кого есть результаты или какие-то пожелания или что-то? Есть? Ну, теперь тогда немножко поговорим, наверное, о маркетинге, да? Лена? Елена, расскажешь, да, про маркетинг? Время сколько? 12 минут. Да? 15 минут осталось. 12. Ага, давайте быстренько про маркетинг. Открой. Так, мы расскажем про маркетинг нашей компании. В нашей компании 9 видов дохода. Первый вид дохода – это бонус быстрого старта. Это когда вы заняли место в бинаре, вы зарегистрировались, регистрация у нас в компании бесплатна. Вы начинаете приглашать людей, ваши люди регистрируются под вами и делают покупки. При первой покупке вашего партнера вам компания возвращает обратно 50%. Допустим, если ваш партнер внизу под вами зарегистрирован, приобрел большой пакет, там 70 капсул, да, оплатил $123, то вам компания сразу возвращает на кошелек 37,5, 50% от первой покупки. Это называется бонус быстрого старта. А если под вами 10 партнеров внизу оплатили покупку на $123, то вы получаете, да, в общем, 37,5, если умножить на 10, то представляете, какая вам сумма сразу может вернуться при первой покупке ваших партнеров. 29 на деньги, на наши. Ну, это зависит еще от доллара. Так, второй вид дохода. Второй вид дохода – это бинарный бонус. Самые большие деньги у нас в бинаре. Вы выстраиваете сеть, ну вот покупатели у вас, сеть покупателей у вас слева и справа. Допустим, в левой ветке у вас 2,5, так, в левой ветке у вас, в левой, допустим, у вас 1000 будет баллов, в правой 1500. Компания каждую среду делает срез, платит по наименьшей ветке. Это, в общем-то, бинарный бонус, это прогнозируемый процент. Ну, в общем-то, в пределах 20% в зависимости от товарооборота компания начисляет. Следующий. Спонсорский бонус. Это вы зарегистрировались, под вами зарегистрировались люди, которые тоже хотят заниматься бизнесом. И они начинают получать доход. Допустим, Юрий за неделю заработал $1500, Светлана 12 000, Александр 800. За то, что эти люди под вами начинают зарабатывать в вашей первой линии, вам за это компания тоже платит 20%. Вот внизу цифры считайте, да, если все это прибавить, все доходы, все заработанные деньги под вами люди, которые заработали, умножаем на 20%, то ваша сумма получается вот такая. Дальше. Так, дальше выстраивается ваш магазин, ваши объемы растут, товарообороты растут, вы приглашаете людей, эти люди тоже приглашают людей, и вы начинаете выходить на ранги. Второй уровень. Так, вы выходите на ранг. Так, второй уровень. Если у вас за неделю 1000 баллов слева, 1000 баллов справа, вам компания платит 10%. Вы становитесь в ранг серебро. И люди, которые уже под вашими людьми начинают зарабатывать, то вам компания отсюда платит 10%. Уже от людей, которых вы даже можете не знать. Это люди, которые уже под вашими людьми начинают зарабатывать. Вы выходите на ранг серебро. Третий уровень – это если у вас слева 2500 баллов, справа 2500, вы получаете ранг золота.
Это начинают люди зарабатывать уже ниже, еще третий уровень открывается. Также компания платит 10% от тех людей, которые начинают там работать. Четвертый уровень. Это 5000 баллов слева, 5000 баллов справа. Компания вам также платит 10%. Наивысший ранг у нас это бриллиант. Бриллиант получает 2% от товарооборота всей компании. Это наивысшее достижение в нашей компании. Бриллиант. И все доходы, которые были до этого, и еще плюс 2% от товарооборота. Также у нас в компании идет 8-й вид дохода. Это автобонус раньше назывался, сейчас называется это бонус жизни. Это вы пригласили 4 людей, эти 4 пригласили также по 4. Вы за месяц сделаете товарооборот $1800. В бонусе жизни принимают участие пакеты, большие пакеты, у которых 75 CV. Вы сделали товарооборот $1800, за это компания вам платит $500. Это уже месячный доход за месяц. То, что я говорила до этого, это недельный, а вот это вот нужно сделать за месяц. Все? Да, и 9-й вид дохода, это у нас получается, вы делаете правильный заказ, вы создаете себе мини-склад, и когда у вас будет свой мини-склад, вы можете продавать лишние капсулы в розницу. Отсюда тоже у вас идет дополнительный доход. Вот это 9 видов доходов в нашей компании. А начинать как лучше? Начинать нужно как Есть по-разному. Вы активные, можете есть неактивные, есть чисто для быстро. себя, есть некоторые хотят вот заработать, поэтому как лучше строить структуру? От себя, там, Если два человек дня. под вами зарегистрировался, значит он хочет работать. Вы человека регистрируете того, который хочет заниматься бизнесом, правильно? А те, которые просто хотят делать покупку для себя, просто как потребитель, вы можете им дать ссылочку, у вас есть, когда у вас интернет-магазин открывается, у вас есть самая нижняя ссылка, это вот вы даете эту ссылку тем, кто просто хочет приобретать продукт, без регистрации в компании, без бизнеса, просто как потребитель. Ссылка на мой магазин. Да, там ссылочка, вот они, вторая ссылка снизу это регистрация в бизнес, не путайте. А самая нижняя ссылка это просто ваш интернет-магазин. Как потребитель человек приходит в магазине, как вы через интернет заказываете, вот эту ссылочку даете, человек просто может приобрести продукт, не регистрируясь. Такая же цена. И от этого потребителя вы такие же получите доходы, точно такие же. Просто человек пришел к вам в магазин, купил продукт, вы также с первой покупки получите 37,5. Допустим, если он купил за $122. В следующий раз он также приходит как покупатель, вы также получите бинар баллов. Все то же самое, только человек не регистрируется на бизнес. Не, ну здесь же $20 при регистрации, а если он просто покупает, он не регистрируется, значит на $20 меньше будет платить, или как? Или Да, все равно? да. Нет, меньше. Он делает просто покупку у вас через интернет-магазин. И сколько будет стоить 10 капсул? Да. Второй раз, когда он также придет как покупатель, то же самое, весь процесс то же самое. Баллы мне получается, ну, там, владелец магазина. Да, Кому баллы вы выходят? будете так. Он пришел просто как покупатель, вы также с первой покупки получили 50% от его заказа. В следующий раз он покупает, он точно так же, вам точно так же падает CV. По бинару. Когда уже Да. как покупатель, Нет, это зависит от человека. Если человек идет на бизнес, значит, он регистрируется под вас. Он хочет также, чтобы у него был свой магазин. Потом многие идут и регистрируются, потому что они хотят сами со своего магазина заказывать. Такая возможность тоже у человека есть. Если он хочет делать так, то, пожалуйста, может делать так. Это рекомендуете лучше как? То есть, Это вот вы, когда с своим человеком будете разговаривать, вы ему сразу будете объяснять, спрашивать, как вы хотите. Через меня, через мой интернет-магазин заказывать? Или вы хотите, чтобы у вас был свой интернет-магазин, через который вы будете заказывать? Дело в том, что, понимаете, когда человек зарегистрируется под вас, да, когда он начнет принимать продукт, у него все результаты по здоровью все равно пойдут. Он начнет рекомендовать продукт. А если он начнет рекомендовать продукт, значит, к нему тоже люди будут подписываться, правильно? Вот отсюда идет процесс, это надо у самого человека спросить, как ему удобно.
Ему удобно зарегистрироваться или просто по вашей ссылке приобретать продукт? Ну, поначалу-то он просто хочет, просто попробовать. Но он все равно там вперед не заглядывает. Получится у него, не получится результат. Там. Не, ну понятно, просто если человек хочет попробовать, да, мы вам предлагаем сделать мини-склад, ваш мини-склад. Ну, понятно, Вы вот можете просто со ему своего своего магазина мини-склада, продавать. да, вы просто можете дать ему попробовать, продать ему. Так мини-склад, он удобен будет, если, например, человек где-то с тобой в одном городе. Так, а еще вопросы есть по Макееву? Да, вот я хочу спросить. Вот я говорю, если мини-склад, он удобен, если человек с тобой в одном городе. А если в другом городе, то лучше тогда ему предложить вот покупку такую, да? Через Да, интернет-магазин. Да, лучше через интернет-магазин. Как? Сейчас же это очень модно. Много что вы приобретаете через интернет-магазин. Спасибо, понятно. Так, время у нас уже истекает, 5 минут остался, можете к своим... На выход. Ага. На выход своим этим. Оля тут? Оля. Ой. Я тебе подойду. Позвоните, я пока нет говорю. WhatsApp нет, смартфон куплю и... Берите товарищи, завтра кто едет? У нас еще одна машина, договорились? Если наберется полный, тогда уже Марьяна, иди покажите.